Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Друзья, много стало разговоров о том, что мы перестали спасать якутских бездомных собак. И как-то люди забывают, что у нас их 200 уже спасенных. Ведь спасение – это не только привезти в Москву, как считают многие, на платную передержку, где в настоящее время их нечем оплачивать. Спасение – это пристройство в семьи, чем мы и занимаемся упорно все лето, именно якутскими. И они хотят жить, быть сытыми, с кормом постоянное напряжение. А еще их здоровье после тех условий то одно, то другое. Мы не показывали вам вот эту собачулю. Собака-то замечательная, назвали ее Ушка. Характер отличный, спасали ее из ППЖ, выделила ее сразу, уж очень прыгала на рабочего, просилась забрать ее из того ада. Вот и торкнула, забрала. А недавно еще у нее прошла фотосессия. Девочка позировала, старалась, она очень хочет в семью. А ведь по ней такие проблемы, что я хватаюсь за голову. Куда с ней? Кому бежать? Проблемы пока неизвестного характера. У собаки началось ни с того ни с сего странное поведение. Сначала была отрешена, потом слегка стала заносить или покачивать, потом движение головы, как у маятника, или когда волнуются в незнакомой обстановке. Помчались в клинику. Врачи взяли клинический анализ крови. Кровь неплохая. Послушали, осмотрели, пощупали, но также ничего не сказали. Также не знают причины. А направили к неврологу. К неврологу запросто не попасть. Ближайшая дата на вторник. Связалась с неврологом. Посоветовал записаться также на МРТ и сдать расширенную биохимию и на минералы, пока собака остается в стационаре. Это она на фотографии собак лает. Фотографии собак навешали. И вот смотрю на расценки по обследованию, стационару и процедурам. Ночной прием, анализ крови и сутки в стационаре 5000. Каждый последующий день в стационаре по 1200. 4 дня 4800. Анализ биохимии с минералами, как затребовал невролог, 2600. Прием невролога самого стоит 4000. МРТ 14 тысяч. И кто-то же должен привезти из области в другую клинику на МРТ и к неврологу с ожиданием выхода из наркоза, то есть зоотакси в 2 конца. Это минимум 6 тысяч. Ну, очень не кстати, когда в такое тяжелое время они еще и заболевают. Друзья, без вашей помощи не справиться совсем. Собаку жалко, да. Только что собрали на корм. Кое-как дождались этот корм. Спасибо огромное всем, кто помогал собирать на корм. Спасибо, друзья. Но у нас снова проблемы. Как тяжело дается все, что касается спасения и допристройства. Помогите, друзья, помогите, пожалуйста, помогите. Друзья, вы помните, мы спасли 2 гигантов из Якутска, Самсона и Зевса. Было это в мае прошлого года. Самсон счастлив в семье. Есть ролик на 2 канале о нем.
А вот Зевсу пока не везет. Он живет уже более года у нас на передержке. Замечательный парень. И у нас появилась возможность отправить Зевса на ту же передержку, откуда уже несколько наших питомцев уехали в семью. Это Злата, Вольф, Остин и другие. Наконец-то ему улыбнулась редкая удача, что его берут на пристройство. Там больше у таких больших шанса обрести дом. Но нужно оплатить дорогу. Передержка находится в пригороде Таллина. Там чудесные условия и сильный пиар. Нам надо обязательно оплатить дорогу во что бы то ни стало, оплатить справки, подготовить его к отправке и надеяться, что там ему быстро найдут дом. Друзья, вы спрашиваете, как обстановка в Якутске? Да ничего хорошего. Вот эту красавицу принесли на усыпление. Вот так легко лишить жизни живое существо, которому жизнь дали не мы, не человек. Все, что происходит там с животными, а особенно с бездомными, можно смотреть только людям с крепкими нервами. Вы не раз спрашивали у меня, как обстоят дела, как там в ППЖ. И я вам отвечала, что все лето не смотрела, чтоб не сорваться, чтобы еще в больший коллапс не загнать себя и тех, за кого в ответе, а их 200. Смотреть, зная, что не в силах помочь, сегодня они живые, а завтра нет, очень трудно. Сказали, хозяин за ним едет. Последние были слова. Где едет? Это было 4 дня назад. Сейчас, погоди. Показываем вам в надежде, что кто-то подарит им дом. Иначе никак. Ситуация там ужасная. Те, кто с бирками и пойман отловом, шансов 0. Ведь деньги на них уже получены, на их стерилизации. Такие собаки отлавливаются и просто исчезают.
Гибель подстерегает бездомных везде, и в ППЖ, и на улице. Те, которые без бирок, они еще будут некоторое время живы, какое-то время, живя в ППЖ. Затем на улицу. Дни их сочтены. Потом их выпустят, и они исчезнут. Поэтому если спасать, то только тогда, когда они находятся в ППЖ, хватать их прямо оттуда. И если у кого-то торкнет сердце, кому-то понравится какая-то собачка, то вы нам сообщите, и мы вам привезем. Денег на этих собак я не собираю. Только если вы выберете, тогда мы откроем сбор им на дорогу и привезем именно к вам. Смотрите, друзья, свежие кадры из ППЖ. Пока эти собаки живы, но их жизнь ничего не стоит. Ничего.